эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Кабинет министров рассмотрит продление льгот по страховым взносам в торах. Авиация и промышленность. Как будут развиваться в этом направлении арктические районы Якутии? Все товары для школы в одном месте. В Якутске заработал школьный базар. «52 новых случая заражения коронавирусом выявили в Якутии. В столице региона 35 заболевших. По одному в Верхневилюйском, Горном, Ленском, Абыйском и Усть-Янском районах. По 2 заболевших в Намском и Чурапчинском. И по 4 в Нюрингринском и Оленёкском. Все контакты инфицированных выявлены и изолированы. Лаборатории республики за сутки провели почти 3000 исследований на COVID-19. Оперштаб региона подтвердил 4 летальных случая у пациентов с коронавирусом. На 2000 человек больше планируют привить от гриппа в осенний период алданские медики. Связано это с новыми штаммами гриппа, которые появятся на территории нашей страны. Когда поступит препарат в больницы района, в материале Руслана Павлова. Прививка не панацея, а залог здоровья и снижения рисков заболеть вирусом гриппа, который видоизменился и готов проверить на прочность населения. Эпидемический сезон гриппа будет развиваться в очень тяжелых условиях. Но, во-первых, на территорию нашей страны придут новые вирусы гриппа, от которых ранее население не прививалось. И, во-вторых, нынешний сезонный грипп будет развиваться в условиях продолжающейся нескончаемой пандемии новой коронавирусной инфекции, что может вызвать тяжелые случаи течения с осложнениями, с летальными исходами. За прошедший эпидсезон в Алданском районе против вируса гриппа привито 54% населения, в том числе дети. При этом простудными заболеваниями переболели 34% людей. В осенний сезон этого года планируется увеличить количество вакцинаций и довести уровень привитого населения до 60%. Значит, вакцина бесплатно поступит для детского населения и для лиц из группы риска. Это медицинские работники, педагоги, лица пожилые старше 65 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями легочной системы, сердечно-сосудистой, работники социальных учреждений. Ну а для работников промышленных предприятий руководители должны позаботиться и приобрести вакцину. Население по-разному относится к вакцинации, ведь кроме прививок от гриппа актуальных еще множество, и они также снижают риски заражения. Клещевой энцефалит. Это прям вот все уже. Делаем много прививок. Прививки против кори актуально теперь ставим взрослому населению. Ну и все такие гепатит А, гепатит Б. Вакцина от гриппа поступит в медицинские учреждения в конце августа, и по рекомендации эпидемиологов прививку полезнее всего сделать в сентябре-октябре. Для вакцинации применят вакцину, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения, в состав которой вошли новые штаммы гриппа, еще не проявлявшиеся на территории нашей страны. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Сразу 2 больших праздника. Сегодня День воздушного флота России и 95-летие со дня рождения гражданской авиации Якутии. Работников и ветеранов авиационной отрасли с профессиональным праздником поздравил глава республики Айсан Николаев. Событие, которое считается зарождением авиации Якутии, произошло 8 октября 1925 года в Якутске. В небо впервые поднялся самолет «Сопвич», пилотируемый летчиком Фадеевым. Самолет, взлетев с пристани Даркалах, совершил посадку на Зеленом лугу. В наши дни в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры проводится реконструкция 16 аэропортов. Уже обновлены аэропорты Тикси, Сакырыр, Чакурдак, Среднеколымск. Идут работы в аэропортах Якутск, Алекминск, Нирингри, Жиганск, Верхневилюйск. Также идет обновление авиапарка, расширяется маршрутная сеть авиакомпаний.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул необходимость учета источников формирования бюджета во время принятия решения о продлении льгот по страховым взносам в рамках территории опережающего развития. Соответствующее заявление прозвучало в субботу на встрече с представителями общественности Камчатского края. Глава Кабмина также отметил, что допускает возможность пересмотра условий субсидирования лизинговых платежей для авиации с учетом особенностей региона. Михаил Мишустин заявил, что поручит главе Минфина Антону Силуанову проработать этот вопрос. Абсолютно уверен, что когда придет время в 2025 году, мы посмотрим, что получится, и будем принимать решение, скорее всего, о продлении этих льгот. И в этом смысле, мне кажется, тоже очень важно, чтобы мы, принимая такие решения, понимали, что то, что вы платите, оно никуда не уходит. Сохранение экологии, развитие инновационных технологий и промышленности – все это приоритетные векторы развития Арктики. Напомним, ранее глава республики утвердил стратегию развития арктической зоны Якутии до 2035 года. Опорными точками роста станут районные центры. Подробности в материале Саргаланы Неустроевой. Одним из самых главных вопросов стало развитие логистики и транспортных путей. Создание новых условий для сообщения между районами может стать основой развития всех сфер деятельности региона. В республике в арктической зоне 119 муниципальных образований и всего 53 авиаплощадки. Зная проблему транспортной доступности многих сельских поселений, а это 60% вообще населения, проживающих в сельской территории, поэтому речь идет о том, что, конечно, надо развивать малую авиацию. На самом деле среди арктических районов значится как самый труднодоступный, потому что мы находимся в зависимости от транспортной зависимости. У нас только действует автозимник, и летнее время у нас только воздушное сообщение. Поэтому, я думаю, при развитии транспортного направления мы будем ставить вопросы о том, чтобы с Амиконского района через село Сосыр мы имели круглогодичное дорожное сообщение. Весьма значимую экономическую нишу занимает и Анабарский район, лидер промышленности в своей группе. Здесь в скором времени начнутся геолого-разведочные работы в Лено-Анабарской нефтегазовой области и Западно-Анабарском лицензионном участке. Также за 5 лет реализации программы в рамках новой стратегии развития Арктики будет введено более 9 тысяч квадратных метров жилья, в которые переселят более 800 человек. Еще одним хорошим стимулом будет строительство оптоволоконной сети Анабарского района. Это к концу 2023 года до РНХИ мы должны вот это дело решить. Поэтому с переходом новой интернет-связи, конечно, развитие района большой импульс будет. Новую стратегию развития арктических районов республики начали разрабатывать еще в феврале 2019 года. За все это время порядка 1000 предложений поступило от жителей региона. Что неудивительно, реализация документа станет отправной точкой по улучшению жизни населения арктических районов, а вместе с ними и всей республики. Саргалана Неустроева, Якутск. Бесплатные онлайн-семинары пройдут в Якутии для представителей малого и среднего бизнеса. Завтра специалисты Центра «Мой бизнес» организуют горячую линию и расскажут, какие отчеты должен сдать начинающий предприниматель. Также в программе вебинар по вопросам сотрудничества самозанятых, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме этого, у участников будет возможность получить экспресс-анализ предпринимательского проекта и дальнейшего его продвижения. Спикерами мероприятий выступят специалисты Центра «Мой бизнес» и агентство «Налог ЕКТ». Мы проводим вебинары, горячие линии, семинары, онлайн-подключения, круглые столы, всевозможные мероприятия, которые могут помочь малому и среднему предпринимательству Якутии. Подробнее о наших вебинарах, о том, когда, во сколько и где они проводятся, вы можете узнать на сайте малого и среднего предпринимательства Якутии. Это портал b14.ru. Если вы пропустили, не успели посетить наше мероприятие, у нас есть официальная страничка на YouTube-канале, называется «Предприниматели Якутии». Там мы храним все записи с наших мероприятий, то есть если даже вы что-то пропустили, вы всегда можете посмотреть, узнать что-то новое для себя.
Школьный базар заработал в Якутске, правда, без былого размаха из-за пандемии коронавируса. Продавцы отмечают, что покупателей немного, несмотря на то, что учебный процесс в школах будет проходить в традиционном очном формате. Торговля идет с соблюдением всех санитарных норм. В крупных палатках есть антисептики, на полу разметка для соблюдения безопасной дистанции. Режим работы с 10 до 19 часов, без выходных и перерыва на обед. Преимущество ярмарки в том, что в одном месте можно приобрести все необходимые товары для школы. У нас цены не поднялись, но у нас продаются такие тетради зеленые, обычные, школьные, начинаются от 5 рублей. У нас здесь широкий выбор, вот здесь ранцы, здесь рюкзаки. У нас цена рюкзаков и ранцев начинается с 1000 рублей. С прошлым годом цены совершенно не изменились. У нас уже много лет в магазине цены не меняются. Мы все оставляем на прежнем уровне уже лет 5-6. Скажите, пожалуйста, соблюдаются ли санитарные нормы? Да, конечно, мы согласно всех законов новых все приобрели. Антисептики для рук, соблюдается дистанционная дистанция. Ну и обрабатываем каждые 2 часа хлором все. Ходим в масках, в перчатках. И покупатели, если заходят без масок, мы предлагаем продажи. А что-нибудь уже приобрели, вот я смотрю? Блузки, штаны, жилеты. Блузка почем? Блузка по 500 или по 600. На ваш взгляд, это Ну так нормально. приемлемо? Ага, да. Якутянка Дарья Лаврова завоевала 4 номинации в конкурсе «Миссис Россия-2020» и будет представлять страну на конкурсе «Миссис Мира». За главную корону боролись 46 россиянок со всех уголков страны. Как отмечают организаторы, самой младшей участнице 22 года, а самой возрастной 51. Якутянка по итогам конкурса завоевала сразу 4 ленточки и 3 диадемы. Одна из самых значимых – народная «Миссис Россия» за победу в интернет-голосовании. На сайте конкурса за якутскую артистку проголосовали более 8000 человек. После завершения церемонии директор конкурса сообщила участнице из Якутии, что она попала в число 7 россиянок, приглашенных на конкурс «Миссис Мира». Об этом певица сообщила в своем инстаграм-аккаунте. Напомню, что за титул «Миссис Россия-2020» также боролись 2 представительницы города Алдан – Бочкарева Антонина и Мандур Карина. Ночные заморозки ожидаются в Якутии. Об этом свидетельствуют данные Якутского гидрометцентра. В ночь на 17 августа на территории земледельческих районов Вилюйском, Верхневилюйском, Сунтарском, Нюрбинском, Ленском, Алекминском, Хангаласском, Горном, Намском, Усть-Алданском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Амгинском, Татинском, Усть-Майском, на юге Тампонского, Балданском районе и в окрестностях Якутска. При прояснении местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до 0, -3. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи.